Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если он имеет любовь только к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если же учитель соединяет в себе любовь и к делу, и к ученикам, он совершенный учитель. Лев Николаевич Толстой. Если вечером дома педсовет и разговоры о работе и о школе, если профессия стала жизнью, значит, это учительская семья. Залогом творческих успехов таких семей становится верность призванию даже в самые трудные времена. Представляем вашему вниманию учительскую семью Кравцовых. Татьяна Ивановна пошла по стопам своей мамы, которая работала учителем начальных классов и всегда говорила, что педагог – профессия нелегкая, но очень интересная. Я родилась в Пермском крае, но училась в школе город Березовский, Свердловская область. Поэтому заканчивала педагогический институт в Екатеринбурге. Тогда это был Свердловск. В 1992 году мы закончили институт и приехала из Нерюнгри, директор 6-й школы, набирала по всей России учителей молодых. Нам захотелось очень посмотреть, что такое Якутия. Мы поехали. Думали на 3 года, что 3 года отработаем. Но когда приехали, распределили нас таким образом, что я попала в гимназию, в первую. Гимназия тогда был еще только год. Она была новым учебным заведением. И вот. Глядя на свою маму, Татьяна после школы, не раздумывая, подала документы в педагогический институт на факультет начальных классов. Прошла большой конкурс и в 1992 году получила долгожданный диплом. Воспитанная на примере комсомольских строек, в духе патриотизма и духовно-нравственного потенциала, Татьяна после института принимает решение ехать на север. Несмотря на то, что у молодого специалиста уже было распределение на работу в Екатеринбург, желание посмотреть нашу большую страну, далекую Якутию, превысило все сомнения. И, приехав в молодой город Нерюнгри, сразу устроилась в гимназию номер 1. Первая гимназия – это новое тогда было образовательное учреждение. Такой был у нас коллектив творческий, доброжелательный. Такой, все так было интересно. Очень было интересно работать, и поэтому люди такие. Вообще у нас на севере, оказывается, люди-то лучше, чем везде, поэтому люди затягивают. Поэтому первая гимназия меня не отпустила. Я пыталась уехать. У меня даже был такой порыв оставить работу, уехать. Да. Даже я готова была. Мне работу мама нашла в городе. Меня ждали уже вот из города, откуда я приехала. Но я не смогла уехать. А потом вышла замуж. Первой гимназии города Нерюнгри в этом году исполняется 32 года. 31 из них там работает Татьяна Кравцова. Причем у педагога в трудовой книжке только одна запись. Первое место работы до сих пор остается неизменным. Это блестящий педагог, замечательный человек. В последнее время еще и наставник, потому что в школу пришел молодой педагог, некогда ученик Татьяна Ивановна, а теперь учитель нашей гимназии. На сегодняшний день вообще работает 6 молодых специалистов в школе, каждому из которых представлен наставник. Татьяна Ивановна отличник образования. Татьяна Ивановна руководитель Малой академии наук, его младшего звена, которое называется ГНОМ. О наставничестве я уже сказал. Вообще она вот такой системообразующий человек для нашей гимназии. И поэтому только слова благодарности в адрес ее профессиональных качеств мною могут быть произнесены. Я невероятно обрадовался, когда к нам в гимназию пришла на работу ее дочь Полина Валерьевна, до недавнего времени просто Полина, потому что она тоже выпускница нашей гимназии. И сегодня она растет и обещает в свое время стать хорошим, высококвалифицированным педагогом. Все достоинства и все вот показания к этому у нее есть. И
Я думаю, что эта династия будет расти, развиваться и принесет еще свои плоды и нашей гимназии, и Нерюнгринскому району. За долгие годы в Нерюнгри Татьяна Ивановна обрела друзей, вышла замуж и вырастила дочь. Но никогда не забывала про свою родину. Каждый год во время отпуска навещает родной город, встречается с бывшими одноклассниками, с которыми продолжает поддерживать отношения, и, конечно, встречается с мамой. Мама уже на пенсии, но всегда интересуется делами дочери и ее семьи. Дает советы по работе и поддерживает в любых начинаниях. Как тогда, много лет назад, когда отпустила ее совсем молодую ехать работать в далекую Якутию. Мы очень много разговаривали о работе, о детях. Она мне помогала. Конечно, помогала в плане, как себя вести, что можно, чего нельзя делать. Я помню, когда я собиралась уезжать сюда, вот в Нерюнгри работать, она мне сказала, что самое главное – никогда не обижай детей. Вот я запомнила это. Я их стараюсь не обижать. В течение года отношения с мамой и бабушкой Кравцовы поддерживают по телефону и по видеосвязи. Раз в неделю стабильно главная тема – трудовые будни. Глава семьи в семье Кравцовых тоже педагог. Работает учителем физкультуры в школе номер 2. А дочь Полина – педагог в 3-м поколении. Воспитанная на примерах родителей и бабушки, не понаслышке знала о профессии учителя и о всех плюсах и минусах этой специальности. На самом деле рассказывали они всегда по-разному. Бабушка говорила, что это самая лучшая работа на свете, как это все здорово, общаться с учениками, чему-то их учить. Мама тоже говорила, в свою очередь, такое о своей работе, но в основном это было с таким негативным подтекстом, что это очень тяжело, это очень неблагодарная работа, что она отнимает очень много времени, но мама почему-то вот ее любит, и она никаким образом не хотела ее менять. Мама говорила, моя мама, ее бабушка говорила о том, что у нас работа очень хорошая работа, и лучше работы нет. Вот это мамины слова. Я говорила, что это тяжелая работа. Мне кажется, Полина больше меня даже понимала, вот, когда я собиралась работать учителем, выбирала эту профессию. Я меньше, мне кажется, понимала, в чем тяжесть ее. Сейчас дети современные, они немножко другие, поэтому она знала. Я не очень хотела, чтобы она была педагогом. Но так сложились обстоятельства. Она закончила институт здесь у нас и не захотела уезжать. Как и любого подростка, небольшие сомнения в выборе профессии у Полины возникли после окончания школы. Появились мысли о журналистике. Но, как говорится, от судьбы не уйдешь. Девушка не побоялась трудностей и ответственности, которые ее ожидают, и сделала решающий выбор в пользу профессии педагога. Из-за работы мне иногда не хватало мамы, потому что она приходит домой, у нее работа продолжается дальше. Несмотря на то, что да, она мне поможет сделать со мной уроки, очень строго она отслеживала мою учебу, за что я ей благодарна. Она такие вот качества, как ответственность во мне взрастила, воспитала. Но вот не хватало ее иногда, если честно, там пообщаться, поговорить, она очень уставала всегда. Труд учителя – нелегкая работа. Педагог, как и родитель, играет важнейшую роль в воспитании личности человека и его развитии. Он должен заинтересовать ученика, открыть мир знаний, найти контакт. От того, как учитель будет преподносить знания детям, будет зависеть то, насколько грамотны и развиты они будут, а следовательно, кем они станут, когда окончат школу и что смогут сделать полезного для общества. Вообще детей надо просто любить. Вот их надо любить, и тогда все будет гораздо проще. Ну, я так думаю. По крайней мере, у меня сейчас это так. Потому что они такие маленькие, такие непослушные. Конечно, я ругаюсь на них, я сержусь даже на них, но все равно можно и ругаться, и сердиться, но при этом любить. И дети будут это чувствовать и платить тебе тем же. Та любовь, которую педагог безвозмездно дарит своим ученикам, возвращается вдвойне. Дети по своей натуре всегда благодарны. Чувствуя доброту, они дарят свои искренние улыбки и отвечают взаимностью. Я счастлива, что моим учителем начальных классов была именно Кравцова Татьяна Ивановна.
потому что благодаря ей мое детство прошло чудесно. Дорогая Татьяна Ивановна, хочу вам сказать большое спасибо, что нас воспитала, дала нам первые знания в этой школе. Такие хорошие учителя, как вы, нам нужны. Я хочу сказать спасибо моей учительнице начальных классов Татьяне Ивановне, потому что она научила меня честности, не бросать начатое дело, доброте и уважению к старшим, младшим, сверстникам, моим друзьям. Хочу сказать большое спасибо Татьяне Ивановне, моей учительнице начальных классов, за то, что она привила мне любовь к ближним, уважение к старшим и заботилась о нас всех всю нашу начальную школу. Я благодарен Татьяне Ивановне за то, что она заботилась о всех, проявляла хорошее отношение ко всем ученикам, дала нам основы различных наук, обучила нас доброму и хорошему отношению к старшим, младшим и просто ко всем. Лучшая благодарность для любого учителя – это счастливые дети. Татьяна Ивановна бережно хранит подарки, которые ее ученики сделали своими руками и исписали словами признательности. Такое качество, как любовь к детям, переняла и Полина. И в каждом ребенке она пытается увидеть и раскрыть человека, поддержать его и помочь в любой ситуации. Главное – это видеть в них людей. Вот во всех, что несмотря на то, что, может, ребенок себя как-то неправильно ведет, некрасиво, осознает это или не осознает, главное понимать, что это ребенок, и ему можно помочь, его можно направить, можно научить. Вот мне всегда хотелось почему-то быть каким-то таким наставником, больше даже какие-то прописные даже истины говорить о доброте, милосердии и так далее. Первое время Полина часто обращалась за советом к маме. Сейчас уже сама профессионально выстраивает свою работу и справляется с трудностями. Вообще было тяжело все. Я первый месяц, если честно, приходила каждый день домой со слезами. Я не понимала, почему работа всегда продолжается, когда я уже пришла, вроде хочется как-то и отдохнуть, а надо дальше работать. Да, было страшно идти к ним. Думалось как-то, что вот я такая молодая, они меня увидят, совсем не будут дисциплинированными, не будут сидеть, слушать меня. Но все оказалось совсем по-другому. А с родителями я иногда контактирую, но поскольку я не классный руководитель, у меня контакт очень минимальный и положительный. В своей родной гимназии Полина была ученицей. Сейчас в одном строю со своими бывшими педагогами. Признается, что всегда чувствует поддержку своих опытных коллег и прислушивается к их мнению. Это очень интересно, это непередаваемое такое странное ощущение, когда вроде эти люди, они тебя учили, наставляли, были для тебя примерами для подражания и остаются, естественно. Но ты встаешь с ними в один ряд, и это очень здорово на самом деле, что я могу с ними стоять в одном ряду и тянуться к ним. Конфликты с детьми в профессии педагога – это неотъемлемая часть учебного и воспитательного процесса. Но даже в этом случае у Полины имеется свой подход. На самом деле я просто беру, оставляю один на один и просто разговариваю без какой-то не даю никакой негативной оценки ситуации. И без свидетелей, да. Просто я хочу спросить, что у тебя случилось, почему ты так себя ведешь, или почему ты не учишься, почему ты огрызаешься. И постепенно мы так вот приходим к тому, что ребенка волнует. Не все, конечно, раскрываются, но тем не менее они начинают себя вести спокойнее, лучше. Они понимают, что я к ним настроена доброжелательно, что я вижу в них не ребенка, которого мне нужно пожурить, и мне, в принципе, на него все равно, а то, что мне действительно искренне интересно, почему так. Полина Валерьевна преподает русский язык и литературу в 5 и 6 классах. Подростки с радостью восприняли молодую учительницу, но сразу поняли, что отлынивать от своих обязанностей не получится. Они обрадовались, но они обрадовались в том ключе, что сейчас мы ничего не будем делать. Сейчас мы будем, наверное, веселиться, срывать уроки, но я очень быстро дала понять, что я все-таки настроена их чему-то научить, чтобы они вышли с чем-то, над чем-то подумали. Вот у меня такой был настрой, и они его очень быстро почувствовали. В гимназии номер 1, как и в других образовательных учреждениях города Нерюнгри, развита такая форма работы, как наставничество. Это одно из важнейших направлений развития в образовательной системе, которое позволяет выстраивать эффективное взаимодействие с молодыми педагогами, детьми и их родителями.
Такая форма деятельности предусматривает систематическую индивидуальную работу опытного учителя по развитию у молодого специалиста необходимых навыков и умений в ведении педагогической деятельности. Все молодые специалисты, да и не только молодые специалисты, а учителя, приходящие в гимназию, получают своего наставника, который работает с ними все время, сколько они находятся здесь, в разных аспектах. Потому что учитель – это же не только уроки. Учитель – это человек, который живет в коллективе, который общается с другими людьми, который занимает свое место в трудовом коллективе, ну и в конце концов растет как профессионал. И всему этому помогает, безусловно, система наставничества. Не буду говорить там фразы, связанные о существовании каких-то специальных документов, формализующих эту работу. Но, тем не менее, вся эта работа ведется, и она ведется под пристальным вниманием одного из заучей-кураторов. Нина Чеснокова работает учителем с 1980 года. В свое время была наставником Татьяны Кравцовой. Сейчас с теплотой вспоминает годы, когда делилась опытом, и с гордостью говорит о своей бывшей наставнице, которая из молодого специалиста выросла в профессионала своего дела. Татьяна Ивановна приехала в 1992 году молодым специалистом. Раньше наши кабинеты были поделены на две части. Я работала вот в этой половинке, потому что наши классы делились 24 человека и делились на группы. Русский язык, математика у нас делились на подгруппы. А Татьяна Ивановна работала, соответственно, в другой половинке. И так получилось, что я стала ее наставником. Когда мы с ней начали работать, конечно, Татьяна Ивановна была еще молодой специалист. Она очень хорошо рисовала. У меня было очень много идей. И вместе с ней мы эти идеи реализовывали. То есть вот такое наставничество у нас было очень продуктивным. Она слушала мои уроки, повторяла мои уроки. И тем самым она училась, наверное, у меня. И вместе мы составляли наши уроки, которые для нас были в то время очень интересны, потому что и дети в то время были совсем другими, замотивированными, наверное. И поэтому не было средств компьютерных технологий, да, который сейчас нажал на кнопочку, пожалуйста, все готово. А тогда приходилось рисовать все. И вот мы с Татьяной Ивановной все это вместе реализовывали, вместе рисовали. И вот сейчас я очень горда и рада за Татьяну Ивановну, что она состоялась как специалист, высококлассный специалист. И когда у Татьяны Ивановны появилась дочка, и она привела ее в первый класс ко мне. Полина училась у меня. Сегодня ее дочка Полина, она тоже педагог нашей гимназии. Поэтому мне вдвойне приятно, что и Татьяна Ивановна прошла, скажем так, через меня, и Полина была моей ученицей. Поэтому мне очень приятно, что у нас в педагогике работают, в нашем коллективе работают такие педагоги. Нина Ивановна, конечно, это прям вот она мне очень помогла. Может быть, даже если бы не Нина Ивановна, возможно, я бы и уехала через какое-то время. И, может быть, даже ушла бы из профессии. Но я до сих пор поражаюсь ее вот работоспособности, желанию. Прям я поражена, поражаюсь. Мне это очень нравится и мотивирует меня. Сейчас я сама являюсь наставником у Елены Алексеевны Богомоловой. Это моя ученица. Я ее учила в начальной школе. Она закончила наш университет и работает учителем технологии. Пришла вот второй год. Мы в этом году с ней давали открытый урок в рамках школы молодого специалиста. Когда ребенок вырос на твоих глазах, когда ты его знаешь, с ним легко работать. Мы понимаем друг друга с полуслова. Система наставничества – тема вечная. Всегда есть те, кто только приходит работать в школу, и те, кто накопил опыт в педагогической сфере. Наставник помогает с документацией, выявляет пробелы, выстраивает план профессионального роста, оказывает содействие в решении профессиональных вопросов. У каждого из нас был наставник.
когда мы приходили, только-только приходили. Мы учились не обязательно у кого-то одного, у всех учились, кто был рядом. Такая работа дает только позитивные результаты, потому что у наставляемого есть человек, которому он может признаться в том, в чем не может признаться руководителю или заместителю руководителя. И они вместе находят решение, которое помогает и наставляемому, и детям. Конечно, молодые специалисты к нам приходят. Мы этим очень довольны, так как потребность в кадрах, я думаю, что и потребность в кадрах в гимназии у нас довольно, так скажем, большая. На протяжении многих лет идет реформа образования. И приходят новые педагоги, новые смыслы вносятся, но нельзя построить новое без учета прошлого опыта. И, конечно же, без учета опыта педагогов, стажистов, которые могут направить, подсказать, научить. Вот у нас в гимназии такие педагоги помогают молодым педагогам найти свое педагогическое кредо, помочь им определиться, помочь им выбрать правильный педагогический профессиональный путь. Наставник назначается по желанию. Его главная задача – адаптировать новых педагогов к работе в школе. На эту квалификацию может претендовать учитель, имеющий стаж, высшую категорию и прошедший программу дополнительного профессионального образования. На самом деле это очень важная система, которую я считаю, что нужно развивать. Она у нас сейчас находится только в самом начале своего пути, как мне кажется, и она действительно полезна. Вот мне она помогает, мой наставник. Полина Кравцова работает в школе всего несколько месяцев, но за этот короткий срок успела наладить контакт с коллегами и, что немаловажно, со своими учениками. Дети с радостью ходят на ее уроки и делятся своим отношением. Полина Валерьевна очень хороший учитель. С Полиной Валерьевной очень интересно общаться, так как она читает современную литературу. Мне очень нравится Полина Валерьевна. Она очень грамотно выражает свою мысль. И слушать ее одно удовольствие. Также она очень модно и стильно одевается. А внешний вид учителей тоже очень важен. Полина Валерьевна для меня самый лучший учитель. Она хорошо проговаривает все слова. Если мне тема какая-то непонятна, она обязательно останется после уроков и объяснит мне тему. Для нашего класса самый добрый учитель – это Полина Валерьевна. Она всегда может прийти нам на помощь и объяснить тему, которую мы не поняли. Также она очень грамотно выражает свою речь и очень красиво и внятно говорит. Полина Валерьевна хороший учитель. Она отвечает на вопросы, те, которые не входят, например, в учебные понятия. Еще она объясняет то, что мы не поняли. Кто, как не учитель, играет важную роль в жизни детей и заслуживает уважительного отношения. С каждым годом популярность этой профессии растет. Яркие и мотивированные абитуриенты приходят в педагогические вузы. С энтузиазмом работают и вливаются в учительскую когорту молодые специалисты. Развиваются профессиональные конкурсы и загораются новые педагогические звезды. При школах открываются специализированные классы, где дети более детально изучают такие предметы, как педагогика, психология и готовятся к поступлению в вузы. Я считаю, что профессия педагога, учителя – это очень важная профессия, особенно в наше время. Обучать детей – это, ты даешь им знания, с которыми они в будущем будут себя показывать. И достаточно профессия это тяжелая, потому что многие дети с тяжелыми характерами, и к ним нужен подход. По моему мнению, современный учитель должен быть очень ответственным, коммуникабельным и продвинутым в современных технологиях. В этом я еще раз убедилась, потому что не первый раз уже веду уроки. Учительская семья – явление особенное, ведь им приходится работать и жить на два дома. А душевного тепла, заботы, чуткости и богатства знаний должно хватить не только на своих учеников, но и на своих собственных детей. Все забывают, но учителя – это тоже люди, такие же несовершенные, но мы всегда стремимся к этому совершенству, чтобы наших детей помочь им стать еще лучше, умнее, успешнее и, главное, счастливее. Из всей моей
если взять всю мою жизнь, то большую часть этой жизни я живу в Якутии. И поэтому, конечно, Якутия – это моя вторая родина. Я очень люблю Якутию. И когда возникает мысль о том, что надо куда-то переезжать, ну, становится грустно. Думаю, может быть, и не надо. Может быть, еще стоит поработать. Но я люблю город Нерюнгри, не знаю. Я очень люблю город Нерюнгри. Я очень люблю наших людей. Люблю свою гимназию. Я люблю свой коллектив. Несмотря на то, что сейчас коллектив у нас поменялся, я очень люблю своих коллег. Сегодня, как и во все времена, в нашем обществе ценится хорошее образование. Большинство людей, добившись успеха, не только имеют высшее образование, но и заинтересованность. И, несомненно, за их спинами стоит первый учитель, который в свое время научил их писать, привил желание и интерес к обучению и стремлению развивать свои способности.